период были организованы Академия наук Республики Татарстан, Академия наук Республики Башкортостан, Академия наук Республики Чечня, Республики Саха-Якутия. И надо сказать, что была ведь и Академия наук Чувашской Республики. Я бы разделил вообще вот период формирования и жизнь нашей Академии наук на три таких периода. Это первый период, как бы период становления, расцвета Академии наук. Второй период – это сложный для Академии наук период. И это период связан, я считаю, в основном именно с политическими событиями, когда Академия наук испытала очень серьезное давление, когда из ее состава были выведены все научные подразделения. И этот период мы, надо сказать, пережили очень тяжело, очень болезненно. Я в этот период был вице-президент. Более того, меня сюда пригласил крымский Гермоген Филиппович, который в тот момент был президентом Академии наук. Потом он сложил свои полномочия, и президентом Академии наук стал повторно Филиппов Василий Васильевич. Значит, уже вместе с Василием Васильевичем мы этот период переживали, когда, мягко говоря, мы потеряли очень много. И более того, были изменены и некоторые положения закона о науке в Республике Саха-Якутия, в силу чего мы потеряли все институты. Но мы пережили этот период. И вот в 2008 году, значит, Василий Васильевич сложил свои полномочия, и именно Василий Васильевич предложил мне пойти на выборы президентом Академии наук. В то время президентом республики был Штыров Вячеслав Анатольевич, и мы ему представили список. Он мог выдвинуть и того, кого считал нужным, и мог выдвинуть и двоих, и троих, дав нам на возможность выбора. Но Вячеслав Анатольевич выбрал меня. И, надо сказать, это вообще-то лично для меня было таким определенным шоком, потому что я был абсолютно убежден, что Кузьмин Вадим, он будет предложен, потому что он был и в правительстве, его прекрасно все знали. Он обладал очень хорошими организационными способностями. Это был один из, конечно, видных ученых и нашей республики, и Российской Федерации. С 2008 года наступил вот такой третий период формирования Академии наук. У республики есть направления, которые крайне ей необходимы. Ученые республики должны всячески способствовать социально-экономическому развитию республики. Произошло как бы вновь возрождение Академии наук. Я не буду перечислять те научные направления, которые у нас сейчас есть, но все эти научные направления, они соответствуют вот тем задачам, которые стоят перед республикой, перед правительством. Я должен сказать, что очень много изменилось. Во-первых, само финансирование идет по программному принципу. Это тоже не такой простой вопрос. Значит, очень сильно изменилась и сама структура Академии наук. И я бы даже сказал, что вот не все, наверное, знают, но в
есть такие моменты, когда определенный комплекс задач можно решить, создавая временные творческие коллективы. Хотя вот это направление, оно сейчас не очень приветствуется, особенно руководством Российской академии наук, руководством научных подразделений, когда некоторые сотрудники, работающие в этом научном подразделении, привлекаются для решения той или иной задачи в совершенно другую научную организацию. Но как бы там ни было, это направление, я считаю, в принципе, оно очень продуктивное. Вот я могу сказать, у нас в истории Академии наук уже в мой период, когда я был момент, когда у нас в составе Временного творческого коллектива самой Академии наук работало больше 1500 человек. Вот вы себе представьте, 1500 человек работают по временным договорам в составе Академии наук. Да, пусть это краткий период, пусть это стихия, но это была необходимость. В ее составе работали люди, которые сделали очень много для становления и развития Академии наук. Это не члены Академии, это даже не руководство Академии наук. Это рядовые люди, которые фактически отдали все свои силы, возможности, ресурсы для формирования, становления Академии наук. Я сегодня специально перечислю, конечно, не всех, но хотя бы некоторых из них я хочу вспомнить. Вот Давыдова Галина Владимировна. Сейчас она на пенсии находится. Ведь это первый секретарь, технический секретарь Академии наук. Ишков Александр Михайлович. Он в то время работал проректором по науке Якутского государственного университета. Он не был членом нашей Академии. Но вот те значки членов Академии наук, которые мы носим, это ведь его работа. Это он через Монетный двор организовал, сумел. И таких работ, которые он выполнял в тот период, очень много. Это члены нашей Академии теперь, такие как ныне уже покойный член Академии Имаев Валерий Сулейманович, который возглавлял здесь отдел международных отношений. Это Корнилов Терентий Афанасьевич, который сейчас член нашей Академии наук. Это Фридовский Валерий Юрьевич, который сейчас директор Института геологии алмазов и благородных металлов, который тоже работал здесь, в аппарате Академии наук. Ну и, наконец, я бы сказал, человек, если высокопарно не называть человеком легенды, но человек, который сделал исключительно много, это Корнилова Зинаида Андреевна, которая сейчас работает в составе Академии наук. И в экономической сфере это Степанова Лилиана Владимировна, которая очень много сделала именно для экономического состояния Академии наук. Вот внутренне это, и я бы сказал, очень много работников, которые очень долго и много здесь работали. Более того, я даже, вот у нас сейчас на вахте работают наши коллеги, которые тоже здесь уже работают не 1 десяток лет. Прежде всего, конечно, я хочу, чтобы Академия наук была востребованной научной структурой со стороны населения и со стороны правительства и главы Республики Саха-Якутия. Научный и организационный потенциал Академии наук,
он очень велик. Вообще мы можем делать очень и очень много. Я приведу маленький пример, который, может быть, для большинства и не совсем известен. Вот сейчас музейный комплекс «Россия. Моя история». Вот он там находится на улице профессора Уткина. Так вот, в его строительстве, в его проектировании, в его организации очень большую роль сыграла Академия наук. Я не говорю, что я лично, а у нас был научно-организационный отдел, возглавлял который этот научно-организационный отдел Соловьев Дмитрий Иванович. Сейчас он директор этого, комплекса. И вы смотрите, как он работает, этот комплекс. Там проходит масса мероприятий. Но удивительно, ведь вы смотрите, само решение об его строительстве было принято в феврале месяце. В феврале. А в сентябре мы присутствовали на открытии этого комплекса. За фактически полгода было отстроено такое здание. Я не говорю, что это мы все сделали. Это, конечно, огромная работа со стороны правительства, огромная работа со стороны строительных организаций. Всем этим людям очень низкий поклон. Идеологическое наполнение этой структуры – это выполнил Институт гуманитарных исследований. Тогда директором был Алексеев Анатолий Николаевич, член нашей академии. И смотрите, это огромная работа, в том числе и чисто организационная работа. И если Академия наук может выполнить такие работы при соответствующей организации, то, несомненно, ведь был период, когда все научные мероприятия, все конференции, которые проходили у нас в республике, они финансировались и организовывались через Академию наук. Мероприятия, проводимые в республике, их можно будет организовать легче, с одной стороны, а с другой стороны, с меньшими финансовыми затратами. Это я скорее обращаюсь уже к руководству, к правительству нашей республики. Ну и второй важный момент. Все-таки надо, несомненно, помнить о второй миссии Академии наук. Это моральной и социальной поддержки научного сообщества нашей республики. То, что в последние годы многие стали членами Академии наук, это, конечно, большой и важный стимул. И я пожелал бы Академии наук вести работу в этом направлении, потому что необходимо, конечно, омолаживать состав Академии наук. Ну а в целом я желаю Академии наук успешной выполнения госзаданий, желаю дальнейшего развития. Ну а всем членам Академии наук, всему научному сообществу республики желаю доброго здоровья, успехов, желаю творческих успехов. И я очень верю в то, что научный потенциал республики, он, с одной стороны, позволит нам подняться на новый этап развития, ну а с другой стороны, я надеюсь, что имеющийся очень большой потенциал научный нашей республики, он будет эффективно использоваться и руководством республики, и главой республики. Спасибо.